но мы сделаем этот бренд узнаваемым, и мир будет узнавать. Будут говорить, что есть Толор, и Толор – это кыргызский бренд, что это производится в Кыргызстане. Люди будут говорить, что и кыргызы умеют делать красоту, да? И это наша цель. Толор – это не просто одежда, это история. История, которую мы носим с гордостью. Исходя из этого появилась уверенность, что что-то получится, да? Что я родился не зря, что можно что-то пробовать. Ежемесячно на протяжении 2 лет мы растем на 15% примерно. И на сегодняшний день наш оборот в заказах находится в районе от 200 миллионов рублей ежемесячно. На сегодняшний день мы полностью заполнили 1200 квадратных метров производственной площадки. И также из экологических инициатив в скором времени все швейные отходы Толор мы собираемся перерабатывать, чтобы внести вклад в экологическое будущее нашей страны. Японцы гордятся, что у них есть Toyota, да? Я хочу, чтобы кыргызы гордились, что у них есть Толор. Меня зовут Шер Бакасов. Я из Нарына, вырос в Бишкеке. На сегодняшний день являюсь генеральным директором компании Cool Group. Но я изначально с малых лет, меня родители настраивали, говорили, что я буду очень хорошим бизнесменом, очень большим человеком. И они дали большую веру в меня, дали большую любовь. И исходя из этого появилась уверенность, что что-то получится, да, что я родился не зря, что можно что-то пробовать. И с малых лет этот был очень хороший настрой у меня появился. Но самый старт работы, он еще начался в детстве. Отец подсказал, как можно подзаработать. Я в детстве собирал стеклянные баклажки у меня на районе и продавал баклажки. Начиналось все с этого, да. Был такой очень интересный момент, когда я собрал два больших пакета стеклянных бутылок и повесил эти 2 пакета на руль велосипеда и понесся в центр покупки этих стеклянных бутылок. И когда оставалось где-то метров 10-15, у меня пакеты порвались, а эти бутылки я собирал 2 месяца. Плакал сильно, домой вернулся, и мне отец сказал: сынок, в бизнесе будет не так легко. Всегда будут определенные трудности, и мой дальнейший результат будет зависеть от того, как я буду принимать эти поражения. Эти слова, эти подсказки стали для меня, можно сказать, фундаментом. И после этого уже было очень много небольших бизнес-проектов, где практически в каждом из них я провалился, да? Открывал Sony клуб, открывал детский магазин одежды, мужской магазин, женский магазин, везде были провалы. И на сегодняшний день пришло время, мне кажется, успеха. Мы открыли компанию Cool Group, запартнерились с очень хорошими людьми, с очень хорошими наставниками, и пока идем очень хорошо. В 2022 году я работал коммерческим директором компании Cool Bros. И в это время был отдельный проект у Cool Bros. Занимались этим проектом совсем другие ребята. Они придумали название для бренда Толор, начинали этот бренд, но работали по другой концепции. Они работали совсем по-другому. И спустя время я в 2023 году был вынужден выйти из команды Cool Bros. И основать Cool Group совместно с основными акционерами компании Cool Bros. Мы работали на маркетплейсе. Первое время все было круто. Мы зашли на Wildberries, мы торговали на Озон. За короткое время заняли первую позицию в нескольких категориях. В целом говоря, мы были топ-1 селлером из Кыргызстана на маркетплейсах Wildberries и Озон. Деньги зарабатываются, работа идет, система налажена, и в один момент стало скучно. Стало скучно, потому что у нас очень большая амбициозная команда, мы хотели большего, мы хотели запустить продукт от сердца, да, за которым мы бы стояли всей душой, всей командой.
И в момент, когда мы были в поисках, что же мы можем сделать для Кыргызстана, какой большой продукт мы можем сделать, да, помимо зарабатывания денег, в один из дней мы встретились с Асхат Акибаевичем, да, это организатор и, можно сказать, основатель игр кочевников, вот, экс-губернатор Искульской области. Он нам рассказал о проекте, он воодушевил нас, он нам рассказал, что из маленькой страны люди, которые не боятся мечтать, могут сделать очень большой продукт и прославить небольшой Кыргызстан на весь мир. И исходя из этого мы не побоялись мечтать, поставить огромные цели. И вместе с Асхатом Акибаевичем мы провели пару встреч, обсудили, что мы можем сделать, и решили запустить бренд одежды, который прославил бы Кыргызстан на весь мир. И в этот момент, когда мы раздумывали, какой же бренд мы будем организовывать, один из наших основных акционеров, Сулейманкул Жолдубаев, предложил продолжить этот проект Толор. На тот момент проект Толор был 100% закрыт, его закрыли, потому что старая бизнес-модель она не сработала. От продукта оставалось только название бренда. Название бренда очень нам нравится, потому что весь мир знает Кыргызстан по нашим горам, да? И факт есть, 94% нашей территории это горные местности. И Кыргызстан самая горная страна, да, во всем мире. Не было у нас, так сказать, наставника, за которым мы могли бы идти, потому что в Кыргызстане нет крупного бренда. Второе, также у нас людей не было, которые бы работали по этому направлению. И третье, конечно, финансовая сторона. Наша компания была молодая, а бренд требует очень много средств. Было очень много дней, когда мы находились в постоянном кассовом разрыве, каждый день денег не хватало. Мы зарабатываем с маркетплейсом, все вкладываем в проект Толор, а Толор даже не продает, да, в этот момент. Мы находились в разработке, тратили очень много денег на зарплаты, мы нанимали очень дорогостоящих специалистов из других стран, так как у нас наши специалисты не были готовы, не хватало опыта. И для компаний, которые не зарабатывают на этом проекте, это дается очень тяжело. И в один из дней, когда нас очень сильно давил кассовый разрыв, нас встретила огромная проблема, где меня поддержала команда. Да? Был такой день, когда мы в Азиамоле арендовали помещение, заплатили туда огромные деньги, деньги наперед берут торговые центры, на 200 квадратных метров, закупили мебель на $35 000, подготовили товары, и в день открытия, когда мы лент уже подготовили, все, открыли, и через 2 часа нам приходят и говорят, что место нужно сносить, что это было незаконное построение Азиамол, это было на парковке, и мы были вынуждены в этот момент закрыть. Команда мне позвонила, я туда поехал, у меня в этот момент на открытии магазина работало где-то 10-15 человек, все они расстроены, пару людей уже плакали, уже были готовы сдаться, потому что мы очень долго готовились, да, в районе 8-9 месяцев готовились именно к открытию магазина. И мы человек 20-25 собрались со всей командой, финансисты, снабженцы, все. И за пару часов мы разобрали наш магазин, да. И ждали 2 месяца, пока мы откроем новый бутик. В этот момент, вот эти 2 месяца были одни из самых тяжелых, потому что мы столько денег уже потратили, это в районе $200 000. Была огромная команда, которая ждала свой выход, да. У нас была куча товаров из зимней коллекции, в районе 5-6 миллионов сомов мы закинули на зимнюю коллекцию. Но все-таки зимой мы открыть свой магазин не смогли. Мы были в долгах, и нам пришлось открыть магазин только в январе. И в этот момент мы же не можем продавать зимнюю коллекцию. Это уже конец зимней коллекции, пора делать весеннюю. На весеннюю денег не было. Это был очень такой тяжелый момент для компании. Каждый день звонили, просили возврат долгов, звонили поставщики, говорили, либо вернуть сырье, либо нужно оплачивать. И в этот момент меня из этой тяжелой ситуации вытащила команда. У меня были ребята в команде, которые приносили свои деньги.
Говорили, вот у меня есть 60 тысяч сомов, у меня есть 200 тысяч сомов. У меня родители отправили там 1 миллион рублей из России, чтобы купить квартиру. Вот я могу одолжить. И команда в этот момент, это был январь, самый тяжелый момент для швейников. Мы с командой вместе вышли из этой ситуации. Много людей поддержали нас деньгами, давали в долг даже до 6 месяцев. Некоторые соглашались на отсрочку зарплаты. И с этой прекрасной командой мы вышли из этих трудностей. Да? Но на сегодняшний день у нас уже ситуация более-менее стабильная. Ребята зарабатывают, уже не дают в долг, так что нормально. Мы выходим. Сейчас мы находимся в офисе Cool Group. Сделаем небольшую экскурсию и познакомимся с командой. В этом кабинете сидит отдел кадров. Вот эти два кабинета – это сердце нашего офиса. В первом кабинете у нас сидит бренд-менеджер Джумабаева Чинара, дизайнер Нилюфер. И здесь я сделаю небольшой спойлер. Мы готовим осеннюю коллекцию. Это наша ветровка женская с национальными узорами. Также наши спортивки отличаются с силуэтом юрт. Вот, и готовим капсулу Айгуль для осеннего показа. Следующий наш кабинет – это кабинет дизайнеров. Вот. Наш исполнительный директор Булотова Айпири, дизайнер нашей команды Толор Ширин, конструктор Уля и наш коллега из Китая. На протяжении 1,5 года мы работаем. Дэн, скажи привет. Это Дэн. Здесь хотел бы похвастаться нашей программой. Это у нас сканер ткани. Можно небольшой такой кусочек ткани сюда положить, и он отсканирует всю фактуру и на основе баз данных выдает необходимое количество моделей, что мы можем из этой ткани произвести. Здесь с помощью приложений девочки работают на большом экране. Здесь мы создаем модели, мы делаем визуализацию наших моделей. Можешь вернуть сюда? Здесь мы смотрим, как оно выглядит, там в посадке. И данная программа нам позволяет производить модели в 10 раз быстрее, чем на обычных руках. Используйте искусственный интеллект, используйте автоматизацию на вашем производстве. Дальше, здесь у нас отдел, где отшиваются наши первые образцы. Пройдемте дальше. Менталитет чемпиона. Наш отдел продаж Толор, Адыл и Айденек. Дальше пройдемте в кабинет электронной коммерции. В этом кабинете у нас работает команда электронной коммерции. Мы торгуем на маркетплейсах Озон и Вайлдберрис. И ежемесячно на протяжении 2 лет мы растем на 15% примерно. И на сегодняшний день наш оборот в заказах находится в районе от 200 миллионов рублей ежемесячно. У нас в команде 250 примерно человек на сегодняшний день работает, и в администрации 40 человек. Очень много разногласий бывает, потому что каждый хочет, чтобы был очень хороший результат. Но и в этот момент позитив решает очень много вопросов. Вот, и, соответственно, честность и амбиции для меня очень важны. При подборе я предпочитаю человечность человека, да, а не профессионализм. Мы сначала подбираем людей по человечности, по характеру, по амбициям. И из этого человека можно сделать крутого профессионала. Но если я возьму профессионала без других сопутствующих качеств, которые нужны для меня и для моей команды, да, я могу испортить всю команду. И, как я и сказал ранее, для меня наше конкурентное преимущество, да, конкурентное преимущество моей компании, так это в команде. Мы тратим огромные деньги на обучение, на повышение квалификации людей. Вот, на сегодняшний день я вот посчитал, с момента открытия компании, это вот за 1,5 года 16 человек посетили Турцию, да. Дизайнера постоянно находятся в обучении. Вот на сегодняшний день Fashion Factory обучают. Это тоже не дешево.
менеджера обучаются на MBA, это тоже недешево, да, то есть где дело касается образования людей, то мы не экономим деньги. Мы хотели рассказать кочевой быт только современным языком. И стараемся в каждых коллекциях рассказывать, кто же такой вот современный кочевник. Если раньше у нас было такое общинное кочевое, то сейчас какой он, кто он такой современный кочевник. Именно в основе у нас лежит слоган «Кочевник будущего». Мы ее написали на древней рунической письменности с помощью тюрколога, специалиста в своем деле Нурдина Усеева, который помог нам написать именно на древней рунической письменности. Мы ее используем практически везде. Келечек Көчмендөрү, наша одежда, твой надежный друг. Где бы ты ни находился, она удобная, комфортная, современная, стильная, но в то же время каждое изделие со своей историей. Мы стараемся максимально глубоко заходить в тему, стараемся привлекать этнографов и других специалистов, которые именно хорошо разбираются, и делать это максимально аккуратно, грамотно. Поскольку мы в будущем хотим выйти минимум в 5 странах, чтобы Толор был представлен, и минимум в 5 больших маркетплейсах. То есть, говоря о Толор, люди знали, что это бренд из Кыргызстана. В Толор каждая модель начинается с идеи. Мы анализируем, смотрим тренды, смотрим, какие вещи подходят для наших клиентов, смотрим технологии, какие для нас более удобные. И на основе всех этих критерий рождается новая модель Толор. В Толор каждая модель проходит длинный путь от идеи до готового образца. Как я говорила, все начинается с разработки модели. Дизайнер разрабатывает модель, рисует эскиз, подбирает фасон, подбирает ткань. И на основе этого конструкторы, то есть мы, разрабатываем уже лекала. Дальше лекала переносится лаборантом, и оттуда уже шьется первый пробный образец. На этом этапе мы можем внести разные изменения, мы можем поменять ткань, мы можем добавить или убрать какие-то детали. И в конце уже шьется финальный образец. Мы используем технологии, которые напрямую влияют на эффективность, качество и сроки. В дизайн-отделе мы используем систему цифрового проектирования лекал. Это, как Шер говорил, Style 3D. Мы это оборудование привозили из Китая, с кантонской выставки. Если на изготовление одного образца уходит в пределах 5000 сом, то с помощью этого оборудования это позволяет, получается, минимизировать материальные расходы на вывод образца. Также на производстве мы используем, полностью автоматизировали учетную систему производства. Это наша программа. Здесь мы в реальном времени можем увидеть все статусы заказов, какой заказ находится на каком этапе, какой заказ опаздывает по срокам. Сейчас также проводим работы по улучшению этого приложения. Также мы периодически приглашаем японских экспертов для обучения нашей команды японским философиям бережливого производства, такие как Lean и Kaizen. Это тоже позволяет нам минимизировать расходы. Также из экологических инициатив в скором времени все отходы, все швейные отходы Толор мы собираемся перерабатывать, чтобы внести вклад в экологическое будущее нашей страны. Здесь склад сырья. На сегодняшний день у нас есть примерно 2000 рулонов ткани, что означает, примерно в течение месяца мы отшиваем 2000 рулонов сырья. Здесь такой интересный факт есть. С первого дня открытия нашей компании мы ни на день не останавливали строительные работы.
так как каждый день мы нуждаемся в увеличивании производственных мощностей. Здесь можно заметить, у нас идет процесс наладки установки оборудования принта, также вышивки. Принт и вышивка помогут сделать нашу продукцию более красочным и креативным. Также параллельно с строительными работами мы вынуждены работать в такой боевой обстановке, так как планы не ждут. Дальше, ребята, мы пойдем на отдел производства. Пойдемте. Сейчас мы находимся на нашем производстве. На сегодняшний день трудятся более 100 человек. И ежемесячно мы выпускаем от 30 тысяч изделий. На нашем производстве мы используем конвейерный метод производства, что помогает увеличивать производственную мощность, также сохранять эффективность и лучшее качество нашей продукции. Мы используем 100% автоматизированное швейное оборудование и находимся постоянно в поисках новых улучшенных моделей швейных оборудований, так как модернизация и автоматизация нашего швейного бизнес-процесса для нас является приоритетом. Для начала все, буду говорить, материалы должны пройти 3 отбора. Это по сезонности, по стилистике и по плетению основы. Это может быть полотняная ткань, трикотажная, либо же тканая основа. А дальше уже идет процесс отбора по техническим характеристикам. Это уже плотность ткани, сырьевой состав, ширина ткани, растяжимость и так далее. Мы работаем также с поставщиками из Китая, из Турции. Наши поставщики отправляют нам свои каталоги с тканями. Мы оттуда уже отбираем, смотрим на саму ткань, проверяем через технические характеристики и отбираем цвета. А дальше уже идет процесс закупа. А это у нас отдел технического контроля. Мы используем 4-этапный контроль качества. 1 межпроцессный и 3 после процесса производства. Здесь у нас отдел упаковки. Ежемесячно мы отправляем от 30 тысяч продукции за границу. Ровно год назад мы с командой 25 человек не помещались в одну небольшую комнату и решили переехать на 1000 квадратных метров. На сегодняшний день мы полностью заполнили 1200 квадратных метров производственной площадки и ожидаем, что через 2-3 года бренд Толор не будет помещаться в 5000 квадратных метров. Толор – это показатель, на что способны кыргызстанцы. Когда наши граждане посещают наш магазин и, увидев качество пошива и качество материала, они с удивлением спрашивают: да ну, это наше ли? И мы с гордостью отвечаем: да. Вообще, как говорил Махатма Ганди, будь изменением, которое ты хочешь видеть в мире. Именно поэтому мы считаем, что Толор – это и есть то самое изменение. Мы хотим доказать, что в Кыргызстане можно создавать вещи мирового уровня. И наши изделия, они в принципе универсальные, подходят как для активного отдыха, так и для повседневной жизни. При этом мы стараемся держать цены доступными, чтобы каждый наш гражданин мог позволить себе Толор. Наши микроцели на ближайшие 3 года – это чтобы Толор был в каждом доме. Этим мы хотим сказать: Толор – это не просто одежда, это история. История, которую мы носим с гордостью. Сегодня мы посмотрели наше производство, познакомились с моей командой, посмотрели дизайн-отдел. И итог всей нашей работы находится здесь, в этом бутике. Торговый центр Азия Молл, 2-й этаж. Сейчас я хочу познакомить вас с нашей продукцией. Начиная от базовых вещей до спортивной коллекции, каждая наша продукция несет в себе определенный смысл. Здесь можно заметить горы, юрту, цветок айгуль, свободных и целеустремленных всадников, что отражает нашу культуру. На наших спортивных двойках в каждой спортивной двойке можно увидеть силуэт юрта. Использовать качественное сырье и фурнитуру для нас является приоритетом. Также можно заметить на наших футболках и спортивках на рунике написано «Гелечек Гучмендуру», «Кочевники будущего». Мы для людей, которые ценят свободу мышления и передвижения. А это наш передвижной магазин.
Толор – это про кочевников будущего. Кочевники никогда не отличались оседлым образом жизни. Также у нас все магазины у нас передвижные. У нас таких бусиков несколько. Давайте я покажу изнутри. На сегодняшний день закончились ремонтные работы нашего передвижного магазинчика. В наших передвижных магазинчиках имеются такие вот мужские и женские кронштейны, также мужская и женская раздевалка. Какой смысл зарабатывать огромные деньги, если твоя компания не имеет души? Да? А что такое душа? Душа компании – это когда у компании есть мечта, да? Мечта сделать что-то ценное для страны. То есть мы запустили этот проект не только для себя, не только для того, чтобы зарабатывать огромные деньги. Да? Любой предприниматель, любой бизнесмен знает, что на бренде одежды именно в Кыргызстане на малом рынке невозможно заработать огромные деньги. Есть рынок других стран, есть маркетплейсы, где можно заработать огромные деньги. Да? Но Кыргызстану пришло время делать бренд. Мы должны это делать, да? И в этом и заключается наша душа, душа моей команды. Все, кто работает в этом направлении, они это знают. И мы готовы вкладывать, мы готовы проигрывать, мы готовы падать, да? Но мы сделаем этот бренд узнаваемым. И мир будет узнавать. Будут говорить, что есть Толор, и Толор – это кыргызский бренд, что это производится в Кыргызстане. Люди будут говорить, что и кыргызы умеют делать красоту, да? И это наша цель. Я бы хотел, чтобы очень много брендов в Кыргызстане продолжили наш путь, да? Чтобы мы были опорой для других предпринимателей, чтобы мы им показывали путь, мы им показывали определенные трудности и показывали на грабли, которые нельзя наступать. Не зря оставили название Cool Group, это будет группа компаний через 5 лет. Когда будет такой небольшой опрос в городе, я вот такое замечаю, назовите топ-3 компаний в Кыргызстане. И, надеюсь, большинство будет включать нас в этот список. На сегодняшний день мы гордимся, что у нас есть Супара, что у нас есть Куликовский, что у нас есть Тойбос. Японцы гордятся, что у них есть Toyota, да? Я хочу, чтобы кыргызы гордились, что у них есть Толор. Когда люди будут с гордостью надевать нашу продукцию, когда люди будут другим друзьям из других стран говорить, что Толор – это кыргызский бренд. Когда мы это почувствуем, тогда мы поймем, что наши цели достигнуты. Камера есть. Получено. Даярдан қош керек У меня очень хорошие наставники. А можно их перечислить, да? Или лучше не надо будет? Дизайнер Нилюфер. Привет. Шынтар көтересіз бе? Нормально, да? Или типа бурлук привет деш керек пе? Просто